Құрметті әріптестер, бізде енді осы мастер-класстардың соңғы соңғы шеберлік сабағы қоғамдық кеңестің жалпы ауқымын кеңейтіп, қоғамдағы рөлін айқындау, ол Қазақстан президентінің жолдауында баса айтылған тақырыптың бірі болатын. Соған байланысты соңғы шеберлік сабағымыздың қоғамдық кеңестер жөнінде болмақ. Азаматтық қоғам институты ретінде қоғамдық кеңестердің рөлі туралы шеберлік сабағын жүргізетін бізде жаттықтырушы Қайыржан Саясатұлы Әбдіхалықов, PhD докторы, Қазақстан-Британ техникалық университетінің бизнес мектебінің профессоры, Алматы азаматтық альянсының төрағасы. Қайыржан Саясатұлы, сізге сөз беріледі. Готовлюсь ехать. Да, блин, я не поеду на свою. Можете выключить микрофоны, коллеги? Я извиняюсь, а перерыв до скольки? Сейчас с 5 до 6 будет мастер-класс, потом уже это завершающий мастер-класс. Рахмет. Әріптестер, кішкене күте тұрсақ, Қайыржан Саясатұлы қосылып жатыр. А можно я пока скажу, пока Кайыржан присоединяется? Вот у нас же были Минслу, Светлана и еще третий человек, прошу прощения, не запомнила, который еще не зарегистрирован на портале госзакупок. Пожалуйста, напишите мне, я вот же отправила свой WhatsApp номер. Напишите мне, мы все сядем втроем, и через Zoom я вам все покажу, как делать. Хорошо? Нам просто надо сконнектиться и довести это до логического результата. Договорились? Минслу, Светлан. Или все вышли на этот? Хорошо, Айнура. Я обязательно вышлю. Все отлично, напишите мне, хорошо? Мы потом успокоимся и все сделаем. Все, спасибо большое. Хорошо. Я вам благодарна. Спасибо большое. Қайыржан Саясатұлы, мен сізді таныстырып өттім. Сіздің сабағыңыз қоғамдық кеңестер жөнінде болмақ. Тақырыбыңыз азаматтық қоғам институты ретіндегі қоғамдық кеңестердің рөлі. Сөз Қайыржан Саясатұлы Әбдіхалықовқа беріледі. Үлкен рахмет. Қайырлы күн, құрметті әріптестер. Ну, так как заявлен у нас русский язык выступления, я перейду на русский язык. Будут вопросы, если на государственном языке, стараюсь ответить на государственном языке. Ну, это у нас формат мастер-классов. Я знаю, что, по-моему, мой мастер-класс завершающий. И здесь я вижу очень много знакомых людей, которые, возможно, уже были на схожих тренингах, которые я вел для общественных советов, для гражданского альянса города Алматы. Так что, ну, есть, наверное, новые люди. В любом случае, это у нас мастер-классы. Если будут возникать какие-то вопросы, вы всегда можете уточнить или же, условно говоря, отдельно попросить провести по этой теме или по другим волнующим, интересующим вас темам
уже конкретно тренинги. Да? Ну, так как все-таки такой марафон у нас мастер-классов проходит, идет очень такой насыщенный. Как я сказал, вы сегодня в течение дня уже очень многих спикеров услышали по многим актуальным темам. Я думаю, среди них есть те темы, которые очень сильно волнуют именно НПО. Это и госсоцзаказ, и вообще в целом по развитию национальному. Ну, моя сегодняшняя тема, она немножечко идет, конечно, не купи самого, условно говоря, направления НПО, но идет в рамках гражданского общества. А мы все понимаем, что гражданское общество – это не только НПО-сектор. И есть другие институты. Есть институты, будем так говорить, такие как политические партии. Есть институты, связанные с различными гражданскими движениями, которые не зарегистрированы, но они являются гражданским движением, инициативные группы. И, конечно же, есть у нас в стране уже 8-й, 9-й год, можно даже правильно сказать, работает такой институт, как общественные советы. Причем, кроме определенных структур, такие как Конституционный суд, Верховный суд, там, КНБ, практически во всех других центральных государственных органах и тем более территориальных, региональных, местных есть общественные советы. Более того, есть и местные сообщества, которые по закону об общественных советах 2015 года тоже относятся к данному институту. Так что, начиная с 2016 года, когда началась именно уже применимость данного закона и были во многих регионах и при ряде центральных органов были созданы данный институт, общественные советы, он уже работает. Мы не можем сказать, что этот институт не работающий. Это уникальный случай, когда у нас в стране появился новый институт гражданского общества, аналогов которых в других странах нет. Конечно, есть схожие какие-то определенные моменты в соседних странах, но в целом именно так, как у нас закреплено законом, и как это уже применяется на практике, конечно же, мы в этом плане уникальны. И в этом есть уникальность этого института, института гражданского общества. И мы тоже в этом плане, что мы празднуем Международный день НПО, или говоря, день тех людей, которые большую роль носят в гражданский сектор, мы не можем забывать и такой институт, как общественные советы. И вот ввиду этого хотелось бы сегодня вот более, так как говорится, подробнее остановиться на данном институте, на тех, будем говорить, функциях и роли, которые выполняет он в гражданском обществе. И чем он интересен, получается, тем, что у нас именно в рамках закона об общественных советах и в рамках деятельности общественных советов, причем и на центральном, и на местном, региональных уровнях, есть, будем так говорить, одна из форм его работы, причем это считается, можно сказать, основная, которая определяет его особенность, его уникальность именно этого института, это общественный контроль. Тем более, как мы все знаем, в свете нового закона об общественном контроле расширяется определенная применимость данного вида. Но сегодня, конечно, мы больше будем говорить именно в рамках общественного совета, в рамках тех функций, тех функциональных обязанностей, которые даны и вменены именно общественным советом в рамках осуществления 4 форм общественного контроля. В новом законе об общественном контроле, там нет упоминания общественных советов, потому что есть у нас отдельный закон об общественных советах, как я ранее сказал, и по формам там есть небольшие изменения. Да, там только 3 формы, условно можно сказать, 3 формы общественного контроля. Это если мы не берем ту часть, которая касается петиций. Но так как сегодня мы говорим об общественных советах как об институте, позвольте тогда начать
вот здесь небольшая у меня буквально презентация. Здесь общая информация обо мне, Кайыржан Саисович Абдыхалыков. Если кто не знает, возглавляю гражданский альянс города Алматы. Да, являюсь членом общественного совета города Алматы, профессор бизнес-школы КБТУ, разработчик определенных тренингов, курсов, имею определенные квалификации, степень PhD и так далее. Ну, хорошо, я думаю, что это вам менее интересно. А содержание нашего сегодняшнего мастер-класса будет затрагивать такие вопросы, как механизмы работы общественного совета, это правовая основа, это организация работы, это ответственности, критерии, которые мы в обществе должны, наверное, предъявлять к членам общественных советов, и роль общественного совета, его место, получается, в обществе. Надеюсь, что останется время, мы затронем вопросы общественного контроля на примере именно того алгоритма, который сложился в работе общественного совета города Алматы, непосредственно того комитета и той комиссии, к которой я отношусь. Я вам расскажу, как может быть и на каком основании вовлечены НПО и другие представители гражданского общества в деятельность общественных советов. Ну и общественные слушания, как говорится, тоже, я думаю, дополнительно на закуску, будем так говорить, быстренько тоже, если будет время, в рамках отведенного данного астрономического часа, тоже с вами пройдем. Видите, конечно же, вы можете резонно у меня спросить, в чем как бы наш интерес как представителей гражданского общества или НПО-сообщества в понимании, что и чем должен заниматься, или что и как делает общественный совет. Но это напрямую наша с вами забота. Почему? Потому что, согласно закону, не менее 2/3 состава общественного совета должно состоять из представителей гражданского общества. Кто это? Кто эти представители? Это мы с вами, коллеги. Мы с вами являемся представителями этого гражданского общества. Мы – это неправительственные организации, мы – это политические партии, мы – это профессиональные союзы, мы – это определенные организации юридических лиц, направленных на решение каких-то задач в отрасли, это так называемые отраслевые союзы, это так называемые профессиональные ассоциации, там, ассоциация финансистов и так далее. Да? Вот это все есть гражданское общество. И не только это, и многие другие, те же гражданские активисты, те же активисты местных сообществ, которые, им не нужно исходить из того, что вот за район, там, за город, за область. Нет, у них есть свое местное сообщество. Даже тот же двор в городе, да, взять, двор, квартал, жилой комплекс, жилой массив. Вот они исходят из тех проблем, которые там существуют, и они хотят решить эти. Это тоже представители гражданского общества. Те же блогеры, журналисты, лидеры общественных мнений, которые пишут, эксперты, которые отрабатывают по проектам, тех же госсоцзаказ тоже, да, по проектам международных донорских организаций, ПРООН, к примеру, ГЭФ-ПРООН, к примеру. Это все тоже представители гражданского общества. И мы не можем говорить, вот отдельный общественный совет, вот отдельное НПО, вот все остальные. Мы все едины, мы все одно целое, и мы должны взаимодействовать. И что очень хорошо, наше текущее законодательство позволяет нам это делать. В частности, законы, наша Конституция, та правовая основа, которая существует в стране, позволяет гражданскому обществу расти, позволяет сказать, что мы уже зрелые, да, может быть не 100%, но в каких-то вопросах мы уже зрелые. Посмотрите на соседние страны. Там, не будем называть эти страны, но там есть такие НПО или НКО, которые практически подвластны или провластны. Я не говорю, что у нас таких нет, но я говорю, что в целом и в большинстве у нас наши неправительственные организации более независимы в сравнении. Да? Это все познается в сравнении. Это действительно, вот мы должны это признать, что уникальность нашего гражданского общества, именно наша аутентичность,
казахстанская, она присутствует. И мы не можем по лекалам брать, что происходит там в России, в Соединенных Штатах, в Европе, в Китае, в Узбекистане и переносить нам. Да, нужно адаптировать, да, нужно смотреть. Но с другой стороны, зачем нам что-то адаптировать, когда у нас сформировавшееся гражданское общество со своими хорошими, достаточно работающими институтами? Нет предела совершенству. Конечно же, нужно эти институты развивать нам дальше. Но основа-то у нас есть. И не нужно говорить, что у нас чего-то там не хватает. Да, ну давайте совместно это решать. К сожалению, проблемы есть в взаимопонимании. Вот законы прекрасны, все хорошо, но всегда законы у нас встречаются с чем? С желанием людей работать совместно. Если этого желания нет, никакой работы не будет поставлено. Мы можем трижды говорить халва, от этого во рту у нас слаще не станет. И вот здесь потенциал закона об общественных советах, я считаю, это мое мнение, он до конца еще в полной мере не исчерпан. Еще много что сделать в рамках этого закона и в рамках деятельности общественных советов. И в этом случае общественные советы – это действительно как вот на арьергард, можно его даже так назвать, этот институт, арьергард всего гражданского общества Казахстана. Потому что в отличие от, например, других институтов, у него есть реальная возможность влиять на принятие решений со стороны государственных органов разных уровней посредством применения и осуществления форм общественного контроля. Тех форм, которые у нас утверждены в законодательстве. И правовая основа вы видите. Конечно же, Конституция – это наш самый большой зонтик. Это нормативный акт. Мы все должны подчиняться, в первую очередь, гражданский, конечно, кодекс. Это законы, которые непосредственно связаны с работой общественных советов. Госзакупки, госслужба, противодействие коррупции, госимущество, о доступе к информации, о нераспространении информации, потому что, конечно же, в работе общественного совета, особенно при проведении самой такой распространенной формы общественного контроля, общественного мониторинга, могут быть так статься, что определенная коммерческая или иная какая-то тайна может стать достоянием членов общественного совета или мониторинговой группы. Здесь, конечно, регламентация законодательная есть, и эти законы, они тоже прямым и косвенным образом затрагивают деятельность всех членов общественного совета. Ну и, конечно же, это основной закон, о котором я уже ранее сказал, закон об общественных советах Республики Казахстан. Это концепция наша, по которой сейчас тоже ставятся определенные вопросы, что нужно нам его все-таки развивать дальше, что-то менять, дополнять. Конечно, мы не стоим на одном месте, мы двигаемся вперед, и не только мы, как страна, как общество, но и мир. Что было 2 года назад, что было 3 года назад, да, что было даже год назад, это уже не актуально. И актуальность теряется. И в процессе роста, развития гражданского общества, конечно же, появляются новые основания для того, чтобы мы что-то включали. Например, та же общественная дипломатия или народная дипломатия, публичная дипломатия. Она сейчас в полной мере вошла уже в гражданское общество. И мы, как НПО, мы работаем над этим. Мы тоже проводим такого рода взаимодействие, помогаем нашей стране в выработке какой-то определенной внешнеполитической позиции, продвижения этой внешнеполитической позиции, когда взаимодействуем с теми же НПО из соседних стран. И это все делается на мирных целях, в целях мирной дипломатии. Пока, как мы знаем, в нынешней концепции об этом не сказано. Значит, возможно, нужно здесь поработать. Да? Но на данном этапе я здесь указал именно те основные НПА, которые регулируют деятельность общественных советов. И вот концепция развития гражданского общества 2020 года, действующая концепция, будем так говорить, она, конечно же, регулирует как института именно гражданского общества. Да, есть, конечно, еще типовое положение, утвержденное министром в то время информации общественного развития. Оно действует до сих пор. И во многом многие положения общественных советов, практически всех общественных советов республики, они именно
идут отсылочно к этому типовому положению. Ну, в целом, я думаю, что многие осведомлены, может, тут есть и члены общественного совета среди вас, кто есть такой общественный совет, но по закону это независимый орган, это совещательный, это автономный орган, да, это вот там основных есть 5 характеристик общественного совета. Он в целом формируется на 2 уровнях. Это республиканский и местный уровень. Республиканский — это когда у нас при определенных министерствах и агентствах, а также квазигосударственных органах формируется общественный совет. Местный уровень — это уже получается в основном территориально-административные единицы, такие как область, город республиканского подчинения, значение, извиняюсь, район, город. И на местном уровне местное сообщество осуществляет функции общественного совета. Местное сообщество — это тоже, читайте, общественный совет, и все их, будем говорить, ответственность, правоприменимость, ответственность, функции, которые вменяются данным законом об общественных советах, всем общественным советам, начиная с района и выше до центральных органов, они также меняются и местным сообществом. Плюс еще там действует закон о местном самоуправлении. Там 2 закона, получается, регламентирующие их деятельность. А в общественных советах местном совете. Ну, здесь, в принципе, основная информация мной уже была сказана. Ответственность. Ну, вот эта ответственность, это как бы из практики, из опыта. Есть определенная правовая ответственность общественных советов и членов общественного совета. Она утверждена, как я говорю, в законе. Но так как мы здесь больше работаем как мастер-класс, а не тренинг, и целевая аудитория не является чисто членами общественных советов, я не делаю упор на каких-то, будем так говорить, законодательных или правовых моментах ответственности общественных советов. А больше мы делаем упор на ответственности именно в рамках института осуществления основной его функции института гражданского общества. И вот, конечно же, социально значимые события. То, что происходит у нас в обществе, оно не должно оставаться за пределами деятельности общественного совета. Оно тоже должно быть там. Да, в рамках определенных законодательных инициатив, в рамках определенного законодательно-правового регулирования. Это да, но мы должны это понимать. Да. Резонансные ситуации бывают. Особенно это бывает на местном уровне. И вот здесь общественный совет, он тоже должен, конечно же, какое-то коллективное, какое-то общее заседание должно быть, наверное, и по этому поводу должны приниматься определенные решения и рекомендации, которые должны быть вменены соответствующим уполномоченным государственным органам. Это урегулирование спорных вопросов между населением, с органами. Очень часто такое происходит, когда население пишет жалобы в общественный совет о той или иной ситуации, да, граждан. Здесь, конечно же, общественный совет должен вмешиваться и быть некой такой третьей силой, которая на основе законодательства может попытаться, я не говорю, что в полной мере, но может попытаться урегулировать данный спор. Возможно, он не сможет урегулировать. Тогда начинаются досудебные вопросы. Там не регулирует, медиация не сможет урегулировать, тогда уже жители вправе обращаться, или даже госорганы на тех или иных жителей. Это делается, это, как говорится, у нас улица с двухсторонним движением, уже в суды. Да? Но вот я не говорю, что общественный совет – это медиация. Нет, медиация – это совсем другое, это уже следующий этап. Но до медиации, особенно вопросы, связанные с жизнедеятельностью, социальной инфраструктурой, вопросы, связанные с, например, уборкой мусора того же, да, охраной правопорядка, общественного правопорядка, граждане вправе направлять в общественный совет. Уже если там не решается, то идут уже другие правовые принципы разрешения такого рода спора. Конечно же, наличие независимой позиции. Независимая позиция по различным вопросам, это говорит о том, что общественный совет – это не придаток акиматов.
особенно общественные советы административно-территориальных единиц, они не являются при акиматах. Да, когда-то до ввода в имплементации действующего закона об общественных советах были такие общественные советы, эксперименты были. Да сейчас я знаю, что в городе Алматы, в двух районах города Алматы при акиматах есть общественные советы. Но они не регламентируются законом об общественных советах, потому что их формирование осуществляется по другой линии. Это сам акимат, сам аким как бы инициировал такую консультативную часть своей деятельности, чтобы был помощь в этом, помощь ему. Я извиняюсь, немножко что-то со связью. Слышно же, да, меня? Да, вас Ну, слышно. надеюсь, да, спасибо. Слышно. Смотрите, если мы придем к требованиям, да, есть, опять же, как я говорю, требования, которые у нас утверждены законом. Ну, к примеру, чтобы быть членом общественного совета, надо быть гражданином, достигшим совершеннолетия, 18 лет. Чтобы быть членом общественного совета административно-территориальной единицы, надо жить на постоянной основе, да, быть прописанным в этой отдельной территориальной единице, в районе, городе, области. Это те формальные требования, которые, в принципе, вы сами можете посмотреть, прочитав те положения закона об общественных советах, которые они к этому относятся. Но есть у нас еще какие-то определенные особые требования. Мы не говорим, что именно этими особыми требованиями нужно пользоваться для того, чтобы избирать, да, там, через рабочую группу членов общественного совета. Но, понимаете, есть такое понятие, как все-таки это институт гражданского общества. А гражданское общество, оно априори должно быть транспарентным, априори должно быть открытым. И, значит, те, кто проходит в общественном совете, те, кто работают в общественном совете, они должны быть открытыми населению и, наверное, помогать определенным целевым группам. Да, есть закон, определяющий, что члены общественного совета занимаются какими-то обязательными функциональными органами. Например, в новом законе об общественном контроле этого нет. Это осталось все вменено именно общественным советом. Даже по общественному контролю, по новым законам, там инициативные группы НПО не могут это делать. Они могут проводить мониторинг, но не заслушивание отчетов. И это остается еще прерогативой только общественного совета. И вы знаете, что любые местные законодательные инициативы, прежде чем идут тот же бюджет, да, прежде чем идет на маслихат, по закону даны быть экспертные оценки со стороны и утверждения, согласования, извиняюсь, со стороны общественных советов. И это достаточно, как я еще раз вам говорю, это арьергард гражданского общества. А если по-другому сказать, это копье, да, это меч гражданского общества, если уж так немножко переходя на более военизированное сравнение, который может поставить на вид госоргану, может не принять отчет госоргана. Да, рекомендательный характер, но этот рекомендательный характер, он публичен. Даже если мы что-то даем как общественный совет в рекомендательном плане, мы об этом говорим обществу. И уже само то, что эта проблема озвучивается, это может решить эту проблему само собой. Да? Потому что сейчас роль social media, так называемых, социальных сетей, СМИ, публичности, она очень возросла.
И общественный совет этим пользуется, и должны пользоваться. Это и законом утверждено, что отчитываться перед населением и говорить, какие есть проблемы, что решено, а что нет. Так что здесь очень важно, вот вы, наверное, уже посмотрели, активный гражданин. Да, дефиниции сложно сказать. Каждый может сказать, что вы активный гражданин. Да? Но, наверное, активный гражданин – это тот человек, который заботится не только о себе, заботится и хочет помочь другим. Вот это уже первое критерий, который может сулить этому человеку вхождение в общественный совет или работу как экспертом в общественном совете. Когда мы не только свои меркантильные интересы проталкиваем в гражданском обществе, все-таки думаем о какой-то целевой группе, думаем о жителях нашего двора, тоже, условно говоря, КСК и так далее. Это вот активная гражданская позиция. Да? Предлагать на благо людей вашей единицы или отрасли, если это центральный отрасль. Да? Однозначно так должно быть. Почему? Потому что если вы не будете проявлять инициативы, если у вас не будет вот этой инициативности, вы тогда можете как бы говорить, что вы общественный. Общественному совету априори общественный деятель. Может быть, не деятель, но общественник. Мы должны измерить вот это. Гражданские инициативы. Они очень важны. У нас есть такое понятие, как гражданская инициатива. Но есть и в концепции развития гражданского общества, и в законе об общественных советах, и в законе об общественных объединениях и так далее. Активист гражданского общества. Это уже не просто активный гражданин, это уже человек, который берет неизмеримо больше и уделяет неизмеримо больше времени решению каких-то уже общественно значимых вопросов. Здесь мы уже можем идентифицировать как представители НПО, Ассамблеи народа Казахстана, партий, отдельные гражданские активисты и так далее. Конечно же, это лидеры общественного мнения, блогеры. Они тоже те именно блогеры и те лидеры общественного мнения, которые поднимают важные в обществе вопросы. Они тоже могут быть членами общественного совета. И это, конечно, эксперты. Последнее, это вот тут видите, это специалист, добившийся определенных достижений. Иначе говоря, это эксперты. Эксперты в области образования, эксперты в области строительства, эксперты в области экономики. Вот они тоже должны быть этой составной частью. Да? Вот. Но это вот основное, как бы именно вот эти особые так называемые требования, которые должны все-таки быть в наших общественных советах. Место общественных советов в гражданском обществе, ну, это исходит из тех же вопросов, о которых мы ранее говорили. Это участие в решении проблем и нужд жителей, это представление интересов гражданского общества, потому что у НПО круг его, будем так говорить, взаимодействия с госорганами или помощи населению, он ограничен. Почему? Вот многие НПОшники, они пытаются помочь какой-то целевой группе населения, например, наркоман, да, или ВИЧ-СПИД. Но там есть своя специфика. И иногда, чтобы помочь им, нужно выходить на более высокий уровень, решать вопросы, связанные с регулированием НПА, деятельности, проектов. И здесь общественный совет, он может сыграть вот эту роль спарринг-партнера для НПО. Спарринг-партнер, который поможет, который продвинет, у которого есть больше полномочий, как института гражданского общества, чем у какой-то отдельного общественного фонда или общественного объединения. Это тоже очень важно понять. И, конечно же, открытость принятия новых инициатив на благо общества, прозрачность, она должна быть. Мы уже об этом говорили. Организация общественного контроля не просто формальная, а реальная организация всех 4 форм общественного. И, конечно же, это слышащее государство. Мы не можем никуда уйти от этого. Это действительно одна из краеугольных концепций развития страны, дебюрократизации. И сейчас еще президент наш говорит о законе и порядке. А вот как вы понимаете закон и порядок? Ведь закон и порядок, помимо того, что нужно быть законопослушными гражданами, не проявлять агрессию, превентировать любые элементы буллинга, семейно-бытового насилия, гендерного насилия,
Ведь это же не просто так. Это же должно через что-то тоже работать. Вот через что это работает? Вот через концепцию слышащего государства. А кто является проводником этой концепции слышащего государства? Где вот эти социальные лифты у нас работают? Общественный совет. Раз в 3 года ротация, да, изменения выборных. Ну, да, есть гражданские альянсы у нас, есть НПО, есть политические партии, у которых тоже достаточно весомая роль. Да, мы это не говорим, что этого нет. Но чем больше будет институтов гражданского общества, которые будут решать какие-то проблемы, особенно Кайыржан Саясатович, вас не слышно. Кайыржан, вас не слышно. не слышно. Сейчас меня слышно? Сейчас слышно. Ну это проблема же с интернетом, потому что у меня микрофон включен, я прям вижу, что все нормально. Хорошо, я не знаю, с какого времени не было слышно, но вот по слышащему государству просто кратко скажу, что вот именно общественный совет в числе других институтов, он вот является этим социальным лифтом, и он является тем проводником, который продвигает слышащее государство, который делает на практике. Не просто так мы говорим слышащее государство, а вот здесь, потому что это вот следующее его взаимодействие, он становится фактически мостом, да, между чаяниями и нуждами населения и госорганами. Если госорганы что-то там не делают, то население обращается в общественный совет, и общественный совет или НПО могут обратиться в общественный совет. И такие тоже, практика такая тоже есть. И общественные совместно НПО и общественные советы решают вопросы этих целевых групп с госорганами. Видите, это и есть 17-я цель устойчивого развития. Вы знаете, 17 целей устойчивого развития, цели развития тысячелетия ООН. Вот 17-я цель – это организация партнерского сотрудничества между гражданским обществом и госорганами. И вот общественный совет, вот это и есть вот эта смазка, вот этот инструмент, который не то что будет, он дает уже на практике работает. Уже 3-й созывы идут общественных советов, да, которые работают именно на это. И это не должно быть фейковым, это должно быть реальным. И применение всех форм гражданского, общественного контроля должно быть реальным на практике. Потому что вот это и есть тот меч гражданского общества, который может решить вопросы в мирном понимании этого слова. Да? Проблемы и вопросы жителей. И вот как раз переходя к общественному контролю, буквально быстро скажем, видите, это вот как раз выжимка из 16 статьи Закона об общественных советах. Просто вот прочитайте саму цель. Уже сама цель общественного контроля – это дать какую-то новую возможность гражданскому обществу. Знаете, уже вот априори это заложено. И вот даже если мы посмотрим, условно говоря, на задачи, то вторая задача – реализация гражданских инициатив. А ведь это не только инициатива общественного совета, это инициативы всех фондов, любых НПО, который придет в общественный совет и скажет: вот, помоги решить этот вопрос. Можешь помочь? Общественный совет говорит: да, давай вместе. Если общественный совет не может, он привлекает депутатов маслихата. Там не могут, привлекают депутатов Мажилиса. Привлечь депутатов Мажилиса или Сената именно на площадке общественного совета это решить, регионального в данном плане, может даже и при центральных органах, намного проще, чем просто какой-то НПО будет стучаться и обращаться. Вот почему НПО должны пользоваться этим. Это наш общий институт. И когда вот, может быть, у вас возник вопрос: а зачем нам эта роль общественных советов, мы не входим в общественные советы.
Это напрямую наша именно обязанность, потому что через общественные советы гражданское общество может продвигать свои интересы и фактически в системном плане устойчиво развиваться. Вот это основная мысль и посыл данного мастер-класса, чтобы те, кто еще это не поняли, чтобы они поняли и осознали. И мы должны вместе работать. И ведь действительно не менее 2/3 членов общественного совета должны быть представителями гражданского общества. Есть еще экспертный пул, так называемые экспертные группы общественных советов. Да, помимо, условно говоря, вот этих профессиональных экспертов, могут быть, не просто могут быть, а должны быть включены представители НПО. Например, НПО, который работает в сфере здравоохранения, НПО, который работает в сфере инклюзии, НПО, который работает с детьми. Что инклюзия, дети и здравоохранение – это не вопросы, которые должны быть решаться на общественных советах. Это прямая повестка дня общественного совета, любого. Будь при центральных органах, будь тем более регионального местного общественного совета. Так почему же у нас, не буду говорить, но в ряде регионов такой практики нет? Или она просто формальная, эта практика? Почему не привлекаются экспертами именно НПОшники? Вот этого нужно добиваться на местах, в районе, в городе, в области, при центральном органе, при министерствах, при агентствах. Даже если не членами, то экспертами должны быть представители НПО. Потому что НПО, не мне вам говорить, тут все НПОшники, скорее всего, вы лучше меня знаете, это те люди, которые лучше всех знают чаяние любой целевой группы нашего населения. И которые сами уже эксперты в этих вопросах. И нужно это продвигать через общественный совет, через создание вот этого экспертного пула, особенно местных общественных советов. Ну вот она форма общественного контроля. В принципе, наверное, вам известно, это общественный мониторинг, открытое общественное слушание, это общественное заслушивание отчетов государственных органов, там минимум раз в год, а желательно и чаще, как говорится, субъектов квазигосударственного сектора. Также это общественная экспертиза. Это, конечно, отдельная такая форма контроля, которая не всегда применяется, ввиду того, что у нас, к сожалению, как я сказал, иногда бывает по ряду вопросов ограниченность в экспертах. И вот почему я говорю, что НПОшников нужно привлекать. Может быть, в академической среде нет экспертов по этому направлению, зато будет в НПО эти эксперты. Вот для всех общественных советов очень важно. Вот мы осенью проводили целый раунд семинаров, я в том числе, мои коллеги, вот по линии Гражданского альянса Казахстана для членов общественных советов. И я там им постоянно говорил: уважаемые члены общественных, председатели там были общественных советов, местных в основном, да, вы должны привлекать НПО. Это не конкуренты ваши, это ваши союзники, естественные союзники, которые будут вам помогать в экспертном плане и улучшать эффективность вашей. Вот это очень важно. И вот здесь НПО должны участвовать во всех формах общественного контроля, особенно в общественном мониторинге. Мы имеем в виду мониторинг госорганов и квазигосударственных сектор. Ну и, конечно же, субъектов предпринимательства, особенно там, где они непосредственно связаны с социальными вопросами. Например, детские сады – это субъект предпринимательства. Но есть же отличие простой булочной и детского сада. Булочная – это тоже субъект предпринимательства, но не булочная, сейчас будем правильно говорить, микробизнес, маленький продуктовый магазин у дома, при доме, да, там, при дворе, маленькие такие магазинчики. Это тоже субъект предпринимательства. Детский сад – это тоже субъект предпринимательства. Но мы же понимаем ценностное значение вот этих двух субъектов. Конечно, в какой-то там магазин у дома ходить и мониторить, смысла, наверное, нет. Лучше тогда идти и работать с крупными поставщиками продуктов и ставить вопрос, почему поднимаются цены по отдельным категориям жизненно важных, таких как сахар, хлеб и так далее. Это там должны решать общественный совет. А вот касательно детского сада, да, субъект предпринимательства, но там наши дети. И сколько было случаев, когда было насилие, буллинг в отношении маленьких детей, которые вообще даже не понимают ничего еще. И как это общественный совет должен в стороне стоять от этого? Должен проводиться мониторинг. И здесь уже мы не смотрим на форму собственности. Госорганы это, квази-гос или субъект предпринимательства.
это меняется в функциональную обязанность общественных советов, особенно региональных, территориальных, местных общественных советов. Так, хорошо, это мы пропустим. Внимание, там социальное, тоже пропустим. Вот смотрите, по формам общественного контроля, в принципе, как я сказал, практически на всех уровнях гражданского общества, имеется в виду другие институты гражданского общества, особенно НПОшники, могут быть привлечены. К примеру, в общественный мониторинг создаются мониторинговые группы. Туда включаются эксперты или какие-то эксперты со стороны. И вот эти со стороны, это могут быть НПО. Общественные слушания. Общественные слушания, чтобы подготовить, это очень большой пласт информации нужен. И тут не могут общественные советы обойти НПО, если это вопрос связан с социально значимыми вопросами. К примеру, если вопрос связан с инклюзией или правами людей с ограниченными возможностями, однозначно нужно работать с теми НПО, которые в этой сфере, с обществами инвалидов и так далее. Общественный совет не может просто там пригласить какого-то эксперта с какого-то университета, зам.акима, там, руководителя отдела и все. Нет, это срез неполный. И вот в общественных слушаниях, в подготовке их, в проведении НПО должны участвовать совместно с общественным советом. Заслушивание отчетов, они тоже должны там быть, они тоже должны слышать. Нужно не просто члены общественного совета, чтобы принимали эти заслушивания. Там должны быть и представители НПО. Всегда и постоянно. Это открытые заслушивания. Мы не говорим, что они закрытые. Нет закрытости. Работа общественного совета – это открытость и транспарентность, и отчетность перед населением, целевыми группами. Ну, про экспертизу мы уже сказали. Там привлечение в качестве экспертов НПО и других представителей гражданского общества – это очень даже необходимо. Ну, смотрите, тут не так много времени у нас остается, на слушание мы уже не успеваем, но давайте я по слушанию, я имею в виду, по общественному мониторингу буквально быстро расскажу кейс именно общественного совета Алматы. Это не истина в последней инстанции, можно общественный мониторинг проводить немножко по-другому, но вот именно этот алгоритм, он был уже отработан, и он работает именно по линии комитета по образованию и комиссии, связанной с социальными вопросами общественного совета Алматы. Первый этап – это на основе обращений граждан, значит, или уполномоченных органов, или общественных фондов, НПО и так далее, создаются проблемные вопросы. Как бы мы еще не пришли к тому, что нужно конкретно проводить мониторинг, но мы уже понимаем, что есть какие-то проблемы. Вот какой-то общественный контроль там надо провести. Какая форма, мы даже еще к этому не пришли. Это первый этап. Дальше это уже организация определенных диалоговых площадок на втором этапе. Это так называемая предварительная работа. Да, мы уже понимаем, что есть какой-то резонанс, мы уже понимаем, что есть какая-то актуальность вот именно той проблемы, которая на первом этапе поднята была. Ну, допустим, какими-то инициативными гражданами. Да? Но как понять, насколько это так? Потому что к вам может прийти 10 человек и сказать об этой проблеме, но реально ее может не быть. Потому что 10 это не 200 тысяч, потому что 10 это не миллион. Вы понимаете меня, да? Значит, здесь мы уже привлекаем экспертов. На диалоговую площадку мы привлекаем экспертов, мы привлекаем госорганы, общественный совет, НПОшников, и мы слушаем. Общественный совет должен их слушать. Это не круглый стол, это диалоговая площадка, где каждый должен высказаться. И это должно быть зафиксировано. Если по итогам диалоговой площадки, это может онлайн, но офлайн проводиться, там разницы нет, это чисто механизмы проведения. Если по итогам диалоговой площадки уже мы понимаем, что проблема действительно актуальна и нужно провести по ней общественный контроль, мы начинаем задумываться, а какая форма общественного контроля наиболее подходит. Вот тут уже мы можем подойти к тому, что нам нужно использовать, например, вот такую самую распространенную форму, это общественный мониторинг.
А для этого мы должны начинать сбор информации. Это третий этап. Смотрите, мы не можем сказать, даже диалоговая площадка – это еще не истина в последней инстанции. Потому что диалоговая площадка, она только ставит определенный вопрос, что да, нужен мониторинг. Но после этого нужно опросить целевые группы, нужно провести какую-то определенную работу с ними. Тут опять НПО помогает. Без НПО никуда. Видите, практически на каждом этапе НПО и стоит. Ну как общественный совет может обходить НПО? Это два спарринг-партнера, еще раз говорю. Два основных института гражданского общества в Республике Казахстан. Неправительственные организации и общественный совет. Все должны быть вместе в этом плане, в одной смычке находиться. И вот начинается опрос. Там, если там по вопросу инвалидов, нужно инвалидов опросить. Да? Это все должно быть зафиксировано. И уже после этого мы уже приходим к пониманию тому, что мониторинг необходим. И начинается создание мониторинговой группы. Формируются критерии, по которым должен проходить мониторинг, план, график, сроки. Например, если это 20 человек мониторинговой группы, туда включаются, конечно, эксперты, представители НПО, это однозначно. Надо будет представители академического сообщества тоже. Госорганы лучше не включать, потому что это все-таки общественный мониторинг. Это противоречит основным положениям закона в общественных советах. Ну, можно, знаете, на этапе, когда есть такая необходимость в каких-то узких ситуациях. Например, те же детские сады, как я сказал, они в основном частные, ну, есть государственные, есть частные. И вот в частные детские сады, может быть, надо привлечь представителя уполномоченного органа, чтобы он тоже посмотрел. Ну, так как сейчас мораторий сняли, ну, может быть, сейчас уже можно по-другому, они тоже могут. Раньше просто они не могли этого делать. И они могли только через общественный совет это делать, через вот такие мониторинговые группы. Сейчас у них немножко ситуация другая. Но тоже можно рассмотреть. Но желательно, чтобы все-таки их не было. Потому что это общественный, еще раз говорю, да, в виде исключения. И вот 20 человек формировано, к примеру, но вы все 20 человек не пойдете в один объект. У вас там есть школы мониторинг, их может быть десятки этих школ. Да? Есть тем более еще в районах области это происходит, или в крупном городе, таком как Алматы. Из-за этого вы делитесь, например, трое, четверо идут в один объект, потом в другой объект. Уже критерии есть на руках, уже вы знаете, как проводить, у вас есть опросники. Так? Но тут очень важно что понять. Когда мы направляем вот в рамках работы общественного совета какие-то мониторинговые вот эти малые группы из большой мониторинговой группы, то здесь очень важно, чтобы среди них был как минимум один член общественного совета, который будет обладать полномочиями, потому что эксперты, они не всегда правомочны, например, заходить в ту же организацию с общественным мониторингом. Они могут быть правомочны только если будет с ними член общественного совета действующий, или же письмо на имя уполномоченного органа со стороны председателя общественного совета, где будут указаны все фамилии, кто входит в мониторинговую группу. Именно председателя, не комиссии, не комитета, а именно председателя общественного совета. Потому что запросы члены общественного совета сами отправлять не имеют права. Это все идет через общий документооборот секретариата общественных советов. Депутаты маслихата могут отправлять запросы. Члены общественного совета, ну, это как бы немножечко другой орган. Да? Из-за этого через председателя. Потому что бланк идет с подписью председателя и печатью общественного совета. А у депутатов маслихата свой собственный бланк. У депутатов мажилиса тем более свой собственный бланк. По закону они могут делать запрос. Так что не надо путать депутатов маслихата и их правомощность и функциональность с аналоговыми моментами у членов общественного совета. На четвертом этапе уже собирается информация по проблемным вопросам, изучаются обращения, уже группа сформирована, уже вы понимаете, что вы пойдете вот именно в эти объекты и так далее. После этого начинается так называемый пятый этап. Ну, четвертый этап можно избежать. Вы можете, если не такой важный, такой прямо вопрос, вы можете, например, сразу перейти на пятый этап. Пятый этап – это непосредственно уже посещение, когда мониторинговая группа выезжает на место и уже работает с сотрудниками, с бенефициарами. Но надо заранее разделиться. Кто-то должен работать по опроснику, например, с директором, к примеру, школу, если в школу поехали мониторить.
Кто-то должен пойти посмотреть, как там столовая, как питание, есть ли горячее питание для младших классов и недорогое ли по ценам еда для старших классов учеников. Кто-то смотрит, например, инфраструктуру, кто-то идет за завхозом там отрабатывает, кто-то идет на спортивную площадку, смотрит, устойчивы ли ворота футбольные, не упадут ли они, не прижмут ли кого-нибудь. Были такие случаи, да. Или спортзал тоже, например. Надо делиться. И надо, исходя из своих компетенций, почему не нужно экспертов? Нужно широкое привлечение экспертов, не членов общественного совета, а именно представителей или академического сообщества. Но академическое сообщество тоже не всегда там занятия, там наукой занимаются, а вот НПОшники, они всегда отзывчивы. Это наиболее такая категория граждан, которая обладает высокими элементами эмпатии. Именно не симпатии, а именно эмпатии к другим. И они понимают, это вот волонтеры, это настоящие волонтеры, НПОшники. Они могут вообще без денег даже на общественных началах прийти и провести такую экспертную работу. Тут другой бы эксперт там, с какой-нибудь консалтинговой компании миллионы тенге запросил. И то бы неэффективно провел. Потому что они лучше знают целевые группы, чем любая консалтинговая компания. Это так, небольшое лирическое отступление. Вот. Письменный опрос, все, это понятно. Да? Затем нужно обязательно, кстати, письмо направить. Вот тут, это перед вот этим этапом выезда, минимум как за 10 дней, нужно направлять письмо в тот орган, в который вы идете на мониторинг вместе с членами общественного совета, если это представители НПО, или же в уполномоченный орган, который над этими объектами. Например, если вы несколько школ мониторите, зачем директорам школы? Вы отправляете в отдел или в управление образования. Они дальше циркуляром передают всем директорам школ. Это намного проще будет. Да? Намного проще. Вот. Ну и последние, предпоследние этапы. Ну, можно ограничиться 6-м этапом, можно сделать 7-й этап. Это составление заключения, это аналитическая справка. Здесь, конечно, все не могут это сделать, потому что у всех разные компетенции. Но должен быть или руководитель мониторинговой группы, или еще кто-то, кто будет это все сводить. Будет направляться с малых групп вся эта информация, и это будет общий свод. И вот здесь уже будут проблемы обозначены, предложения даны, рекомендации даны. И, конечно же, если это очень хорошие такие рекомендации, почему бы это уже не публично об этом не сказать? Тогда включается 7-й этап, когда уже не диалоговая площадка, как было до этого, а вот такой полноценный круглый стол, пресс-конференция, пресс-брифинг, который может быть проведен членами общественного совета вместе с другими, с госорганами и, условно говоря, с представителями НПО, с экспертами по итогам данного проведенного мониторинга. Вот, но при этом, как вы видите на слайде, в конце написано «последующая работа». Это не говорит, что вы провели круглый стол, все замечательно, об этом сказали, на этом все останавливается. Нет. Если вопрос не решен, вы работаете дальше, вы пишете рекомендации. Уже по итогам круглого стола рекомендации общественный совет может направить Акиму территориальной единицей, министерство, правительство, парламент, хоть президенту республики, правомочный, имеет право общественный совет. Так что вот работа не останавливается, работа идет дальше. И опять же и на этом этапе тоже НПО есть. Тоже есть представители НПО, которые могут помочь общественным советам, членам общества правильно составить эти рекомендации, дать какую-то информацию, какие-то статистические данные какие-то определенные. Так что я вот как бы завершая, к чему веду, что да, общественный совет это отдельный институт гражданского общества, но это не необитаемый остров. Это не остров, который где-то там. Мы единый материк. Мы не отдельные острова. Мы единый материк, называющийся гражданское общество Казахстана. И мы должны друг другу помогать и взаимодействовать. И это прописано на уровне государства в законодательной базе, концепции развития гражданского общества, концепции слышащего государства об этом говорится. И даже в целях устойчивого развития Организации Объединенных Наций. Это национальный, наднациональный уровень. Везде это говорится. Я не говорю, что это не говорится. Это есть во всех законодательных актах. Просто не все это знают и не все хотят над этим работать. И здесь взаимодействие, партнерское взаимодействие между неправительственными организациями в любой форме
вплоть до благотворительных, там, частных фондов, корпоративных фондов. И общественными советами очень является важным элементом в целом всего взаимодействия на благо и на усиление эффективности всего гражданского общества. Спасибо, коллеги. Постарался уложиться. В целом, я думаю, информация понятна. Опять же, это мастер-класс. Если какая-то нужна будет более подробная информация, вы можете всегда обращаться уже с проведением определенного более наполненного тематически тренинга. Если есть вопросы, можете уточнить. Кайыржан Саясатұлы, сізге осы қоғамдық кеңестердің рөлі жөніндегі шеберлік сабағыңызға көп рахмет. Ісіңізге сәттілік тілейміз. Осы чатқа сіз презентацияңызды жіберсеңіз, Zoom-ға, PDF форматында. Көп Рахмет сізге, Мағжан, Мұрат, басқа да әріптестер, көріп тұрмын. Всех с праздником, да, с Днем НПО. Пусть всегда всем НПО, всем представителям гражданского общества Казахстана сопутствует успех. Ең басты аман сау болайық. Сұрақтар жоқ болса, ендеше рахмет, құрметті әріптестер. Да, Мурат. Да, уважаемые коллеги, здравствуйте. Большое спасибо, Кайыржан Саясатович, за такую интересную тему, мастер-классы. От имени Гражданского альянса хотел поблагодарить всех спикеров сегодня выступающих. Это Дмитрий Сергеевич, Ирина Михайловна, Айнура Рантаевна, Айран Атасбековна, Дастан Исламбек. Я думаю, что тематика была интересная. Мы все презентации и все записи, мы их разместим на нашем YouTube-канале, где вы можете пользоваться. Кто сегодня не смог подключиться, могут в любое удобное время прослушать еще мастер-классы, ответить на свои вопросы. Также для всех участников хотел бы сообщить, что завтра с 12, также в формате Zoom, мы направим в чат лидеров, в чат ресурсных центров, в ваши чаты будет мастер-класс по налоговым вопросам, который планируется быть сегодня с 13:00 до 14:00, но, к сожалению, мы его перенесли на завтра. Тоже так что завтра приглашаем всех принять участие. Почему? Потому что налоговые вопросы у нас у некоммерческого сектора стоят очень-таки остро. Вот. Большое вам всем спасибо, уважаемые спикеры, уважаемые участники. Всем желаю хорошего вечера. Еще раз поздравляю с прошедшим Всемирным днем НПО. Желаю вам успехов в ваших проектах, в ваших начинаниях и благодарной нашей целевой аудитории. Большое всем спасибо. Всем до свидания. Рахмет, жақсы болды, керемет болды. Сау болыңыздар, рахмет. Қолыңыздан